Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске начинает работу гражданский форум 2026 «Гражданское общество. Единство в условиях современных вызовов», посвященный Году единства в Российской Федерации, Году культуры в Республике и 15-летию Общественной палаты региона. Какие площадки и мероприятия запланированы? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Станиславом Ивановым, председателем Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Станислав Семенович, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала вот о чем. Я так понимаю, что форум приурочен сразу к нескольким важным и для нашей республики, и для нашей страны датам. Какие площадки мероприятия запланированы в ходе проведения? Еще раз добрый день. Действительно, вы сказали уже и название форума. Это «Гражданское общество. Единство в условиях современных вызовов». Ну и мы понимаем, что нынешний форум гражданский, он приурочен к Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха-Якутия. И получается, что он еще и плавно очень соединяется с 15-летием создания Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вообще, Общественная палата существует для того, чтобы установить тот мост, который должен быть в неформальном виде между обществом и властью. И вот как раз эту функцию, эту задачу выполняет Общественная палата. Поэтому те вопросы, которые беспокоят, интересуют, волнуют население, мы стараемся поднять на площадке Общественной палаты, обсудить их, найти какие-то рекомендации, пути выхода из сложных, трудных ситуаций и предложить правительству, министерствам постараться их совместно решить. Потому что одно правительство не в силе что-либо сделать. Только при участии населения, при участии гражданского общества есть возможность изменить всю систему, в которой мы с вами находимся, в плане того, что добиться каких-то новых, лучших условий для того, чтобы можно было исправить какую-то ситуацию, ну и добиться, прийти к хорошим результатам. Наш гражданский форум начнет работать завтра и послезавтра. Это 2 дня, да. Первый день у нас, как правило, бывает больше практической части посвящен. Здесь в первой половине дня состоятся обучающий семинар для представителей независимых некоммерческих организаций, и где будет презентована программа, как можно написать грант, как его защитить, чтобы выйти на победу. Потому что это очень важное значение, чтобы можно было на хорошие социальные проекты получить государственное финансирование. Это первая половина дня. Во второй половине дня начнется подготовка общественных наблюдателей в очном режиме с проигрыванием деловых ситуаций, которые могут произойти на избирательных участках. Ну и кроме того, каждый год все равно немножко хотя бы меняется нормативная база, поэтому общественные наблюдатели, которые участвуют на выборах, на всех выборах фактически разного уровня, они должны знать, что входит в их обязанности и за что они несут общественную ответственность. Вот я, кстати, об этом, Станислав Семенович, хочу поговорить чуть подробнее. Я знаю, что уже начался большой масштабный процесс подготовки наблюдателей к предстоящим выборам в Государственную Думу, который будет этой осенью, 3 дня. Работы у наблюдателей будет много. Меня вот что удивило, что очень много молодежи среди наблюдателей, по крайней мере, на выборах этого года, потому что лично мне казалось, что туда приходят люди взрослые, бабушки, дедушки, у которых много свободного времени. Как выстроена эта работа и как можно еще попасть, если можно попасть в стан общественных наблюдателей? Ну, действительно, если так разобраться, то у нас уже, мы фактически с 2000 года, общественные палаты России, они занимаются общественным наблюдением. Это совершенно новая структура со своими функциональными обязанностями. Это общественные наблюдатели. Те люди, которые просто так же, как мы с вами посещаем какие-то мероприятия, да, приходят и в течение этих 3 дней, предположим, пройдя предварительное обучение, смогут наблюдать за правильностью проведения всего процесса, который происходит на избирательных участках. Для чего это нужно? Прежде всего для того, чтобы показать всему миру и в то же время
проконтролировать, чтобы выборы наши различного уровня. Просто в этом году выборы в Государственную Думу состоятся. Но самая главная задача, чтобы выборы прошли открыто, честно, гласно, но и самое главное законно, потому что все это проводится на основе федеральных законов. Поэтому те наблюдатели, которые попадают в пул наблюдателей, они проходят определенное обучение. Либо в очном, либо в заочном режиме. Ну и то, что вы сказали, что есть достаточно много молодежи, да, действительно, каждый год, когда мы готовим выборы разного уровня, у нас где-то примерно порядка 30% наблюдателей сменяется. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то считает, что они прошли уже, отработали достаточно, показали свое умение, знание. Но и самое главное, они приобрели определенный опыт, новые какие-то компетенции и азы юридических знаний, что им, возможно, в последующем понадобится. Ну и в этом году мы тоже рассчитываем на то, что молодежи достаточно много будет, потому что старое поколение, как вы сказали, много бабушек, дедушек, да, люди старого поколения, они отходят, и на смену идет молодежь, поскольку молодым людям строить и развивать наше государство и строить будущее нашей республики. А вот к слову про обучение. Я так понимаю, что можно, не обязательно, точнее, быть на первых порах юридически подкованным для того, чтобы быть общественным наблюдателем. Потому что там же есть избирательное право, и это очень большой такой талмуд российских законов, который, ну, я думаю, что за 3 дня ты не усвоишь. Да, разумеется, но здесь немножечко права и обязанности наблюдателей, они сужены. И самое главное, что придя в 7:30 утра на избирательный участок, к открытию избирательного участка, наблюдатель приходит и проверяет, насколько готовы урны, ящики для голосования, насколько сохраняется секретность кабинок для голосования, работают ли камеры наблюдения, поскольку у нас вот эти 3 дня избирательной кампании в общественной палате будет создан, вернее, уже создан Центр общественного наблюдения, куда можно будет подойти и в режиме реального времени на экранах более чем 200 избирательных участков будут подключены напрямую. И можно будет прямо в режиме реального времени подойти, посмотреть, как проходит избирательный процесс, все ли исполняется правильно. Вот. А на тех участках, где нету камер прямого подключения, ну, мы знаем, что интернет недостаточно силен, там будут работать камеры постоянной, как мы говорим, камеры Постоянная фиксация? Постоянной фиксации, да, которые будут вести запись на флеш-носители, где можно будет затем прокрутить, посмотреть, если вдруг возникнут какие-то спорные вопросы. Станислав Семенович, еще один важный пласт работы Общественной палаты – это деятельность как субъекта выдвижения кандидатур на должность глав муниципальных образований. С недавних пор такая практика у нас применяется. Как эта деятельность выстроена? Да, это новое, скажем так, веяние. Это по новому федеральному закону общественные палаты являются институтом выдвижения кандидатов на должность руководителей, глав местных администраций. Да? Поэтому фактически с этого года, вот с весеннего периода, мы приступили к этой работе. Тоже для нас это все новое. Вот, поэтому вот буквально на прошлой неделе уже состоялись выдвижения глав. Мы направляем, рассматриваем кандидатуры, которые к нам поступают из общественных советов улусов. Система такая, что к нам поступают кандидатуры для рассмотрения, мы рассматриваем от 1 до 3 кандидатур и затем уже направляем на рассмотрение главе республики, или поддерживаем, или не поддерживаем, замечаниями или без. Вот мы в этом месяце рассмотрели кандидатуры на должность главы Чурапчинского улуса и Мирнинского района.
То есть вот эта практика только начинает сейчас развиваться. Но Общественная палата самостоятельно не может произвести выдвижение кандидатов. Она рассматривает те кандидатуры, которые поступают к нам с уровня общественных советов администрации улусов. В заключение, Станислав Семенович, хочу поговорить еще об одном важном направлении работы, в том числе и Общественной палаты Республики, поддержки участников специальной военной операции. Как организован этот процесс? Мгм. Ну вот я немножечко в самом начале не остановился на тех секциях и площадках, которые будут работать на гражданском форуме. Их будет всего 5. Первая – это культура и образование. Ну, в год культуры, и мы не могли обойти эту площадку стороной. Вот, здесь будут рассматриваться вопросы и образования, и культуры, и патриотического воспитания. Следующая площадка – это «Вместе к победе». Это как раз поддержка семей и участников специальной военной операции. Третья площадка – это вопросы поддержки семьи и детей, ну, как основа демографической политики. Это тоже очень важный вопрос. Четвертая секция касается здоровья нации и долголетия. И молодежь здоровая, и старые люди здоровые. Это тоже как бы движитель нашего, наверное, прогресса. Ну и последнее, как раз вот то, что мы с вами о чем говорили, это органы местного, вернее, общественные советы на местах, как раз муниципальные общественные советы, их будущее и каким образом они должны и могут работать. Ну, если говорить о поддержке участников СВО, то Общественная палата с первых дней СВО сразу включилась в эту работу. Мы оказались как раз первой той площадкой, открытой, это была открытая рана для всех и для вся. И мы как раз вот на площадке смогли организовать эту работу. Но тем не менее мы знаем, что специальная военная операция продолжается, поэтому работа идет с волонтерами, с членами семей. Мы также занимаемся и помогаем волонтерам в поиске родных и близких, выходим на общественные советы других регионов, там, где это происходит, и стараемся оказать всяческую поддержку. Ну и мы надеемся, что как раз вот в этой секции послезавтра прозвучат как раз вопросы и будут предложения, которые мы постараемся и озвучить, и довести уже и до правительства, ну и будем надеяться, что будем подключать и Общественную палату Российской Федерации. Станислав Семенович, ну что ж, я уверен, что и сам форум пройдет более чем насыщенно, и предстоящие осенние выборы для членов Общественной палаты будут очень интересным опытом для тех, кто только впервые пробует себя в этом поприще, и, конечно же, хорошей школой навыков для тех, кто уже неоднократно, собственно, в этом задействован. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. До встречи.